началось со службы, как бы потом. И у меня первая группа крови. И периодически звонят, приглашают сдать кровь. Алексей Пушков сдает плазму уже около 4 лет. По его словам, доноры помогают тысячам людей ежедневно. В центр плазмы он ходит с тех пор, как начал служить в Росгвардии. Таких, как он здесь, десятки. Все равно как-то люди выполняют свой гражданский долг, социальный долг. Тем более в условиях специальной военной операции это тоже имеет большое значение. Почетно, уважительно. Леонид Большаков сдает плазму 8 лет. До этого только кровь. Говорит, раньше и не знал о такой возможности. Каждый год это как добрая традиция в преддверии Дня войск Национальной гвардии. Это помощь нуждающимся в плазме, в крови. Ирина Халькова сдает плазму 2 года. По ее словам, участвовать в этих акциях ее сподвигли коллеги. Неоднократно мы уже сюда приходим для того, чтобы внести свой вклад в развитие плазмоцентра, так скажем. И мы очень рады участвовать в этой акции. Состав плазмы прост, но уникален. Из нее делают отечественные препараты альбумин и иммуноглобулин. Цикл заготовки занимает более года. Активное участие доноров делает производство бесперебойным. За все время существования плазмоцентра в Казани с 2008 года собрано более 17 тонн материала. И мы всех очень ждем. В настоящее время мы работаем 7 дней в неделю, без выходных. Принимаем доноров по записи через единый колл-центр с 8 утра до 17 часов. Всех очень ждем, приходите. Сегодня к акции присоединились 10 росгвардейцев. Благодаря им банк плазмы пополняется регулярно. Искандер Гемалдинов, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань.